Сторожевые, ездовые, декоративные, служебные. И это только направление к применению. А сколько существует пород, не пересчесть. Привет, друзья! Сегодня поговорим о собаках. И к вышеперечисленному можно добавить еще и бездомные. Или, если выражаться более точнее, то безнадзорные. Это испытано на себе. И сегодня в выпуске предлагаю разобраться в том, как же устроен приют или пункт передержки. В каких условиях содержатся собаки и как происходит отлов. Тем более, что тема эта периодически очень бурно обсуждается общественниками. Ну что, погнали! Принято считать, что собаки произошли от волков. Одомашнивание этих диких животных, по одним из данных, стартовало около 25 тысяч лет назад. И с тех самых пор собаки волею судьбы оказывали влияние на ход человеческой истории. На территории Южной Якутии преобладают представители охотничьих пород, в основном лайки, а также ездовые – хаски и маламуты. У кинологов в МВД работают служебные собаки. Скажем, это те породы, которые при деле и честно отрабатывают свой хлеб и кров, если, конечно, не считать декоративных, которые призваны дарить радость и хорошее настроение. Так как же обстоят дела с бездомными собаками в Нерюнгри? Разговоры о том, что району нужен приют, ведутся уже давно. Жаркие споры на эту тему регулярно появляются как в лентах соцсетей, так и на заседаниях депутатских советов. Но пока строительство приюта находится на стадии проекта, на сегодняшний день проблему безнадзорных животных по мере своих сил решает пункт передержки. В настоящее время здесь, содержится 58 животных, которые мы, содержим в помещениях, которые вы уже видели, обустроены специальные вольеры. Штат весь у нас укомплектован рабочими, которые обслуживают животных, то есть кормят их, возят на операции, делаем операционные лечения все в нашей ветеринарной клинике. У нас заключен договор, то есть там проводятся операции, и потом последующее уже лечение проводится у нас по месту. Есть свой медик-ветеринар, который делает манипуляции определенные. С пунктом передержки мы работаем давно, со дня создания пункта передержки в городе Нерюнгри на основании 498 федерального закона о безнадзорных животных. На основании договора сотрудниками ветеринарной лечебницы оказываются лечебные и хирургические мероприятия безнадзорным животным, содержащимся в пунктном передержке. На базе хирургического отделения проводится кастрация и стерилизация безнадзорных собак. Специалистам ветеринарного учреждения осуществляется выезд специалистов на сканирование и вакцинацию животных, содержащихся в пункте передержки. Бывает, попадают собаки, видно, что домашние, но именно в лечебное учреждение по поводу востребованности домашних животных у нас сигналов не было.
В настоящее время входит в силу закон о обязательном маркировании собак. Но пока в силу не вступил, у нас на добровольной основе проводится чипирование домашних животных, но процент низкий. В этом году мы освоили новый метод стерилизации животных, то есть уменьшили экономические затраты на послеоперационный уход. Животные лучше переносят это, мы делаем стерилизацию животных по боковой линии. В результате чего у нас количество стерилизованных собак увеличилось. За 3 месяца этого года мы прооперировали ряда 89 сук, если ранее мы делали порядка 30. Привет, хороший такой. Давайте в кино сниму. Кино снимаем. Молодец такой, молодец такой, молодец. Корм мы приобретаем самостоятельно, значит, у нас заключена, тоже есть договоренность на мясные продукты, значит, на другие корма. В настоящее время мы занимаемся заготовкой, не заготовкой, а приобретением сена. Тоже есть поставщик, как бы это более такой материал, который будет согревать животных в зиму. К зиме вольеры подготовлены, будки теплые сооружены. В настоящее время медикаменты имеются, те, которыми необходимо применять для обслуживания животных, есть в наличии. Наверное, самое хорошее испытание досталось мне. Это кормежка. Каждодневный рацион, 2 раза в день кормят. Такой кашей. Будем пробовать, да. Ну что, хороший, попробуем. Так, поскольку? Так, нормально? Да. Это побольше. Ну, вообще такой спокойный. Шумно, конечно, здесь. Очень шумно. Кушать подано. Есть небольшое опасение, да? Что могут укусить, но говорят, что не кусают. Так, привет. Держи кушанинку. Ну это прям что-то очень спокойно. Все не могу приноровиться к замкам. Так, держи. Ням-ням. Ну, еще одну. Такой вот супчик. Так, сюда еще одну надо, да? Вот как-то так, друзья. Такой похлебкой кормят утром и вечером. И мы успели, как раз пришли в тот момент, когда такое кормление. И можно к этому приложить руку. Да? Это вообще полная так. Но они, в принципе, не жадничают, смотрите, даже с одной миски кушают. Кто уже на постоянной основе, уже знает, что в похлебке нужно первым делом хватать мясо.
Оно тут есть. Вот знаете, в качестве какой-то такой посильной помощи нет необходимости. Есть необходимость в том, и я обращаюсь к нашим гражданам, если у них есть желание приобрести животного, какую-то собачку. Очень много вы видели, наверное, щенков. То есть у нас двери всегда открыты, можно предварительно созвониться, приобрести, выбрать себе, чтобы оно не осталось бездомным после того, когда пройдут все операции, все содержание здесь закончится, чтобы не выпускать это животное на улицу, оно было в надежных руках. Также привлекаем жителей, если видят, что животное бездомное, ходит брошенное, или же нет желания его содержать дальше, не надо выбрасывать на улицу, приведите к нам на содержание. У нас есть всевозможные приспособления, ловушки, транспорт есть, люди наши обученные, выезжаем по месту, забираем, привозим. При помощи такой машины совершается выезд по заявкам, когда наши граждане обращаются, где видели свору бездомных собак. И давайте сейчас немножко пробежимся по инструментам, какие приспособления, какие используют в ловле, да? Так, это у нас что такое? Вот это, наверное, на сегодняшний день самый гуманный способ, да? Так, а как оно заряжается? Стрелять мы, конечно, не будем, просто покажем сейчас, как это происходит. Так, раз это туда. Все. А, это Как воздух. и вот таким духовое. И через сколько, получается, он... Сюда подойди ко мне. Через... От веса 3-10 Действие через сколько проходит? минут. От веса животного. То есть это выстрелил в него, и потом еще минут 5 нужно ждать, когда он следит за ним, да, чтобы... Вялым становится, засыпает потихоньку. Это я помню, друзья, еще со школы. Мы еще тоже такие делали. С лыжных палок, помню, да? Так, что у нас еще тут есть? Так, ну непосредственно клетка, да, в которую, там, ну это уже понятно. Вот это что такое? Так, Что держат? Это держать петли. так, это уже, давайте покажем. Ага. Как оно действует, так. Так. А, это две, получается. Да, две. Сейчас. Покажи Ну, это только. как многие уже, наверное, видели в фильмах. Да, как-то это. Как это происходит, этот лов, да? Так, как он действует? Вот так. На момент съемок, друзья, у нас не было заявки пока что по животным, поэтому и тут сейчас дел много, поэтому ну, нам... Собака вот так. А, вот все, петля, да? Но это на момент, если уж совсем собака агрессивна, да? Здравствуй. Цепляешь, потом подводишь ее сюда. Работники отлавливают собак, договариваются с ветеринарной службой, делают им операции, то есть по кастрации, по стерилизации, чипированию, и потом уже выпускают их в среду как бы, обитания. Если, опять же, с учетом, если собака не агрессивная. Если агрессивная, то она находится здесь, в приюте. Ну, а также очень много щенков, как вы видели, друзья, поэтому приходите, если вам нужна собака, берите. Еще хотел заметить, друзья, будучи в отпуске этим летом, да, был на железнодорожном вокзале в Адлере и видел там бездомных собак. Так же самое в Краснодаре, в основном возле ЖД вокзалов, возле аэропортов есть, там живут собаки бездомные. Но почему-то я ни разу не видел ни одну чипированную, как у нас. В город приезжаешь, у нас очень много собак, но они все уже видно, что работа идет. Потому что на ушах уже эти желтые блямбы, уже они чипированы, уже как, ну, видно, что работа ведется. Ну а также мы спросим у нашего нового главы города, как дела обстоят со строительством конкретно уже приюта. Ситуация достаточно напряженная, она в принципе не меняется уже многие года. Мы стараемся оперативно отрабатывать именно вопросы с бездомными животными. Сейчас готовим документацию
по приюту, по бездомным животным. К сожалению, этой документации уже много лет нету. Сейчас мы начинаем активные такие моменты, уже такие недоделки, которые наработочки были небольшие, вот мы сейчас начинаем уже активизировать. Какая работа ведется сейчас конкретно по приюту бездомных животных? У нас есть земельный участок, вот мы сейчас с ним работаем, уже добиваем уже конкретную историю по земле. С Романом Михайловичем Щегельником мы проговариваем уже эту историю, чтобы это все-таки был межпоселенческий приют, и к этому мы идем. Я надеюсь, что строительство все-таки начнется в следующем году. Мы сейчас активную подготовку ведем к Новому году, чтобы закончить именно документарный проект. Дальше. У нас сейчас работа ведется в пункте передержки. Мы будем создавать страничку Telegram, которая позволит нам раздавать бездомных животных, которые находятся у нас сейчас в этом приюте. Эта страничка будет готова планово где-то примерно 1 ноября. Ну, смотрите, приют, я всегда говорю, что приют это, конечно, не панацея, то есть приют наполнится все равно через какое-то количество времени. Мы прекрасно понимаем, и я прекрасно понимаю, что в приюте должна вестись работа пропаганда среди людей, чтобы этих животных забирали домой. То есть вот такая вот цикличная работа. То есть приют будет, ну пусть объемом даже 500 голов мы сможем туда поселить, но год-два мы его наполним. Поэтому должна быть живая работа, не только в приют только этих животных забрать, но и работа с населением. Ну, то есть вот на первых порах они будут там содержаться? Содержаться, лечиться, кормиться и так далее, конечно. То есть это будет уже достаточно условие. Понятно, что пункт передержки – это не та совершенно история, которая нам сегодня нужна. Это такая временная мера, не самая качественная. Действительно, мы это как понимаем. Приют это уже будет на основании закона, на основании серьезных санитарных норм и так далее. То есть это будет уже такое серьезное мероприятие. Действительно, приют. Ну, к сожалению, мы же не можем влиять на закон Российской Федерации, мы можем только свою инициативу выносить, может быть, даже от местного уровня, от Республики Саха-Якутия. Сейчас мы обсуждаем пока процедуру в рамках закона, как мы можем реализовать именно этот проект. И я считаю, что правильное предложение реализовать его на уровне не только города, но и всех поселений. То есть, чтобы приют находился в городе, но он был межпоселенческий. Это самая грамотная вещь, чтобы мы не тянули одеяло в разные стороны, а работали все вместе. Вот именно в этом направлении. Вообще эту систему нужно наладить. Я понимаю, что прекрасно, что эта система просто работать не будет, будут ошибки, конечно, но у нас приюты в больших городах работают, в районных центрах работают. Нам нужно сесть, сделать нормальный приют для бездомных животных и вопрос этот полностью снять. То есть понятно, что будут какие-то единичные случаи. Конечно, к сожалению, у нас люди не привыкли вот к такой культуре, и, к сожалению, мы видим, что животных, даже дорогих пород собак выбрасывают на улицу. Будем работать с людьми, будем работать с подрастающим поколением, чтобы этот приют наполнялся, но он циклично как наполнялся, так из этого приюта забирались животные. У нас есть понимание с волонтерами, у нас есть понимание, в принципе, с зоозащитниками. Я пока еще на этом посту не встречался с зоозащитниками, потому что мне пока до конца нету им что предложить. У нас до конца этой недели, до 15 октября должно быть понимание по земле. Вот, уже от этого мы будем отталкиваться. Как только будет понимание, хотя бы примерные сроки реализации этого проекта, будем уже общаться с волонтерами о нашем взаимодействии. Потому что у волонтеров действительно добрая душа, которую они хотят вложить именно вот в этот проект по защите, по убережению этих бездомных животных. То есть у нас же нет бездомных животных. Они все когда-то были домашние. Теперь они стали по злой воле судьбы бездомными. Поэтому вот этот процесс должен вертеться, он должен работать не только администрация, но и общественность. Вот эти вот зоозащитники, которые в городе есть, они должны нам помогать. А мы им. Лапу дают? А имена есть какие-нибудь такие дежурные? Даешь их? Да. Как Дик, Белка, все есть. Ну, такой спокойный, смотрю. Лапа дай. Дай лапа. Вот. Угу. Молодец.
А закончить я хочу словами классика. Мы в ответе за тех, кого приручили. Так вот, чем выше будет эта самая ответственность, тем, как мне кажется, все меньше и меньше на улицах города будут появляться эти самые бездомные животные. Пока.